Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской республики в столице Казахстана Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств. Затем было сделано совместное фото. Глава нашего государства выступил на мероприятии. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые главы государств, дорогие друзья, прежде всего хотел бы выразить признательность президенту Казахстана за приглашение принять участие на встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя. В прошлом году по приглашению президента Таджикистана Имамали Шарифовича Рахмона я участвовал на саммите в Душанбе. Приглашение Азербайджана на эти встречи свидетельствует о дружеских и братских узах и развивающемся сотрудничестве между нашими странами. Это мой 16-й визит в страны Центральной Азии за последние 2 года. За это время мои коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана посетили Азербайджан в общей сложности 15 раз. Азербайджан и страны Центральной Азии являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. Наши народы объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности. Одним из проявлений наших братских отношений является помощь в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий Карабаха. В период почти 30-летней оккупации Армения уничтожила 9 городов и сотни населенных пунктов на этих территориях. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы и осуществляется процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои исконные земли. В прошлом году в городе Физули состоялось открытие средней школы имени Мирзы Улугбека, а в этом году Центра детского творчества имени Курмангазы, которые являются дарами Узбекистана и Казахстана. Также в этом году состоялась церемония закладки фундамента средней школы в Агдамском районе, являющейся даром Кыргызстана. Выражаю благодарность президентам Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана за эту братскую поддержку. Нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большого укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности. В этом контексте хотел бы особо подчеркнуть проведенные в прошлом месяце в Казахстане международные оперативно-тактические командно-штабные учения «Бирлестик-2024», в
в которых принял участие и Азербайджан. Также показателем развития отношений в этой сфере является обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана. Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии. Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, подписанный в мае этого года, является первым шагом в нашем сотрудничестве в сфере зеленой энергии. Одним из важных направлений нашего взаимодействия также является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. Увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с 1 до 5 миллионов тонн, мероприятие по повышению годовой пропускной способности международного торгового порта Алят с 15 до 25 миллионов тонн, заказы новых судов для торгового флота Азербайджана на Каспий, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии, еще больше повышают практическую значимость среднего коридора. Активно реализуются инвестиционные проекты с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Уже созданы азербайджано-казахские, азербайджано-кыргызские и азербайджано-узбекские совместные инвестиционные фонды. Реализуемый проект «Цифровой шелковый путь» будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры и цифровой безопасности. Азербайджан и страны Центральной Азии успешно сотрудничают в рамках международных организаций. В этой связи хотел бы отметить специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии «СПЕКа». Итоги состоявшегося в ноябре прошлого года в Баку саммита, посвященного 25-летию СПЕКа, представляют важность с точки зрения практического развития нашего сотрудничества. Еще раз выражаю благодарность президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за участие в работе саммита СПЕКа в Баку. Заручившийся единогласной поддержкой международной общественности, Азербайджан в ноябре этого года примет климатическую конференцию КОП-29. В рамках председательства в КОП-29 Азербайджан готов поддержать совместные со странами Центральной Азии инициативы по решению проблем, связанных с изменением климата в нашем регионе. Я уже направил официальные пригласительные письма президентам стран Центральной Азии и буду рад нашей новой встрече в Баку в ноябре. Благодарю за внимание. Уважаемые телезрители, как вам уже известно, съемочная группа телепередачи «Мост дружбы», побывав в разных странах, освещает материалы об образе жизни, быте, культуре, достопримечательностях разных стран и народов. В этот раз мы предоставим вам возможность ознакомиться с видеоматериалами, которые подготовила наша съемочная группа с Северного Кипра. Напоминаем, что в прошлой программе вы познакомились с турецким городом Кахраман-Марашем, а в следующей передаче вы с нашей помощью совершите небольшое путешествие в город Инегел турецкой провинции Бурса.
Население Турецкой Республики Северного Кипра составляет более 400 тысяч человек. Подавляющее большинство населения – этнические турки, представляющие две общины. Местные турки-киприоты – около 1/3, и анатолийские турки, переселенцы из Турции – 2/3. Столица – Левкоша, главный город Мафагуста, Гази Магоса, Кирения, Гирне, Гюзельюрт, Морфу. Каждый город имеет сразу два названия – греческое и турецкое. Прямые авиарейсы в единственный аэропорт Северного Кипра Эрджан выполняются только с территории Турции – Стамбула, Анкары, Анталии, Измира и Аданы. Их регулярно осуществляют местные авиакомпании Turkish Airlines, Atlas Jet, Pegasus и Anadolu Jet. Время в пути около часа. От аэропорта до столицы Северного Кипра – полчаса езды, а до Фамагусты и Кирении – около 40 минут. Климат Кипра средиземноморский, умеренный, с сухим, жарким летом и довольно теплой зимой. Летняя жара продолжается с середины мая до середины октября, когда температура может подниматься до плюс 35. В тени, впрочем, благодаря умеренной влажности жара переносится легко. В экономике Турецкой Республики Северного Кипра доминирует сфера услуг. Существует также сельское хозяйство и легкая промышленность.
Одной из основных ниш бизнеса является сфера образования. На Северном Кипре есть 6 частных университетов, большое количество колледжей и школ, таких как English School of Kyrenia. Также развита сфера строительства недвижимости. Другим столпом экономики Турецкой Республики Северный Кипр можно назвать частный сектор медицинского обслуживания. Самое замечательное время на острове – это бесспорно весна. Комфортный мягкий климат, теплое, но еще не палящее солнце, ласковый ветерок и ясное небо. Именно весной устраиваются все возможные городские и университетские фестивали и мероприятия. Так город оживает после зимних остолбенения и апатии, переключаясь на летний сезон и активный режим. Sanki altın parçası, Kıbrıs'ın her plazası, sanki altın parçası. Mavsahi hisarları, Yeşilirne dağları, bakın güzel bağları. Kommen bitte, kleine kommen bitte. Wir kommen alles gut? Ja. Super. Ja, bitte, nimm. Reflex super. Hallo? Wir kommen alles gut? Super. Hadi, langsam. Achso. Ein Minute, Serviet, kein Problem. Gebete Tamlu. Wie heißt du? Luna. Luna, Pinocchio, alles gut? Luna. Nimm. Ui. Achso. Ja. Schokolade. Schokolade, kein Problem. Schokolade, White Schokolade. Nicht mal Schokolade. White Schokolade. Природа на севере острова поистине близка к райской. В сценарий идеального выходного дня гармонично впишется хайкинг. Киренийские горы, растянутые на десятки километров, достаточно внушительны и высоки, но ровно настолько, чтобы запросто покориться активному человеку. Семидесятилетнее виноградное дерево в Северном Кипре вошло в книгу рекордов Гиннеса. Занимая площадь 224 квадратных метра, дерево дает 3 тонны винограда в год. Дерево посажено на пляже Ешилырмак Северного Кипра. Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi.
Sabaha dek uyumamış niye dedim. На некоторых вершинах расположились руины таких средневековых замков, как Сен-Хиларион, Буфавенто и Кантара. Когда-то эти крепости служили наблюдательными постами, откуда можно было заведомо издалека заметить вражеское наступление и оповестить об этом главную городскую цитадель, которая по сей день находится в центре Кирении и зовется Киренийской. Сегодня к ней можно прогуляться через живописный старый причал, облепленный уютными ресторанами. Yine beni görmüş kız rüyasında Gül kokuyor ak gerdanında Yine beni görmüş kız rüyasında İki kolun arasında Ölem dedim dur yapma dedi Yapma dedi, yapma dedi yar yar Yapma dedi yar yar Dünyanın bir sonu var İyisi var var kötüsü var Kara gözlüm ölesim var İnadına lan yaşa dedi Yaşa dedi Yaşa dedi yar yar Dünyanın bir sonu var İyisi var var kötüsü var Kara gözlüm ölesim var İnadına lan yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar Yaşa dedi yar yar Yaşa dedi yar yar Yaşa dedi yar yar Мечеть Лала Мустафа Паша построен в 1298-1312 годах во время правления династии Ильгузиньянов и был главным католическим храмом региона. Именно в этом храме проходило венчание монархов на Иерусалимский престол. Прообразом собора стал знаменитый Римский собор во Франции. Во время осады войсками Османской империи в 1671 году собор был поврежден пушечным ядром и пристроили минарет, обратив собор в мечеть. В 1974 году мечеть получила имя турецкого полководца, командовавшего войсками во время осады Фамагусты в 1570-1571 годах – Лала Мустафа Паша. Рядом с храмом растет фиговое дерево, которое было посажено, если верить табличке, в 1299 году. Туристы полюбили отдых на Северном Кипре за то, что для въезда в страну виза не требуется. Северная часть Кипра ясно понимает ценность туризма. По сути, это одна из главных статей дохода страны, поэтому условия для путешествия по этой части острова ничем не отличаются от сервисов Турции и Греции. А по доброжелательности и приветливости турки-киприоты даже превосходят южан. Yana yana git zaten hatırın hiç
hiç kalmadı senin. Sıra bende bu son veda, kendin çal, kendin oyna, gelmem artık bu oyuna, kendin çal, kendin oyna. Наиболее популярны у туристов такие города Северного Кипра, как Кирения, Фамагуста и Дипкарпас. Причем количество туристов из Европы и Израиля в этих городах значительно превышает количество россиян. Kendin çal, kendin oyna. Sen bana neler ettin, ne sevgi, ne huzur, ne rahat verdin. Bir güldün, bir öptün, bin de naz ettin. Şimdi oyna, asıl sen oyna. Sen bana neler. Во всех приморских городах имеются отели и гостиницы любого уровня. Здесь же можно взять на прокат машину, на которой всю страну с запада на восток можно проехать за полдня. Кроме того, хорошо развито автобусное сообщение и явно лучше, чем на юге острова. В кампусе Восточного университета Северного Кипра находится Музей классических автомобилей мира. Он был основан в 2007 году. В музее представляется более 140 автомобилей. Самой старой моделью является Crest Mobile 1899 года. Этот автомобиль считается уникальным в мире. Музей классических автомобилей первый и единственный в Северном Кипре.
Кухня Северного Кипра – смешение турецких, греческих, кипрских, ближневосточных и среднеземноморских кулинарных традиций. Как следствие, морепродукты и рыбу здесь готовят десятками способов, равно как и кебабы с мезе, холодными или горячими закусками. А о сладостях, понятно, и говорить нечего. Популярные блюда – ближневосточные холодные закуски – хумус и джаджик, малихия, куб-кебаб или клевтика турецкий, кёфте и долма, знаменитые домашние сладкие кипрские пресервы – маджун.